Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Тема дня». Тема сегодняшней нашей передачи – это весенняя посевная кампания 2022 и проверка семян яровых культур на посевные качества. В передаче принимает участие главный агроном Сунжского районного отдела филиала ФГБУ Россельхозцентр по республике Ингушетия Татьяна Николаевна Цукумова. Татьяна Николаевна, добрый день. Добрый день. Татьяна Николаевна, в республике началась весенняя посевная кампания. Какую роль играет в этом Россельхозцентр по Ингушетии? Наша роль в чем заключается? В том, чтобы были качественные семена при посеве яровых. Мы занимаемся отбором проб от каждой партии разных культур в хозяйстве. И дальше, в дальнейшем, разбором этой пробы уже в лабораторных условиях. Проверяем на посевные качества, что туда входит. Значит, мы определяем чистоту семян, влажность, засоренность семенами культурных или сорных растений, абсолютный вес и основное всхожесть энергия прорастания семян. Как вот они, все эти показатели, если будут в пределах допустимых норм ГОСТов, мы даем рекомендацию, что семена готовые, кондиционные, можно приступать к высеву их. А что вы можете сказать о качестве семян, которые отбираете в хозяйствах? Вот на данном уровне, на данный период, как говорится, у нас завоза такового из-за пределов, республики, мало пока завозятся. В основном семена своего урожая в каждом хозяйстве. Но с февраля месяца идет высев яровой культуры овса в основном, овес, ячмень яровой. Значит, качества идут в пределах ГОСТов. В общем, это идет мы проверяли осенью, осенняя проверка была. Как раз они после уборки засыпали на хранение яровые. Кто-то в хозяйствах почистил уже под зиму семена, кто-то начал очистку семян уже в январе. И вот мы от этих партий отбираем образцы и проверяем уже у себя в лаборатории. Так что, в общем, качество на уровне идет. Вы, Татьяна Николаевна, отвечаете за Сунжинский район, правильно? Да. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела у хозяйств района с посевным материалом? Вы сказали, что вы обходитесь своим материалом, и тем не менее будут какие-то завозы? Смотрите, в любом случае, как говорится, крестьянско-фермерские хозяйства, многие ищут пути, где бы купить эти семена. А в хозяйствах в основном где-то на часть площадей своих хватает своего посевного материала. Они же осенью рассчитывают, чтобы им высеять, засеять, то есть зябь, осеннюю спашку весной. Они оставляли. Но многие, как говорится, оставили эти не сортовые идут сорта овса, а в хозяйствах пытаются закупить элитные семена. Но из овса элитного нету, как говорится, в основном идут репродукционные. Первой репродукции, второй репродукции, третьей репродукции и товарного назначения. То есть сорта репродукционные товарного назначения. Элитные семена завезли у нас яровой ячмень. 81 тонну завезли со Ставропольского края. Больше завоза пока не намечается. Но в дальнейшем у нас идут, сейчас отсеются овес, ячмень, затем идет посев кукурузы, гороха, подсолнечника. В дальнейшем будут, как у кого в хозяйствах есть, свои будут сеять, и также они, как предполагают, закупить. Откуда будет завоз производиться, в каком количестве, мы пока не можем сказать, потому что это когда уже хозяйство закупят. Когда они закупают, они нам сигнал подают, что мы завезли такие-то, такие-то партии в таком-то количестве. Мы едем, отбираем эти пробы и уже в лаборатории проверяем, соответствуют, нет, они согласно этого сертификата, который их сопровождает, эти семена, и даем свои, как говорится. На сегодняшний день, Татьяна Николаевна, сколько семян уже проверено в хозяйствах Сунжского района? Хозяйство
Сунжинского района проверено 883 тонны с начала января. Ну, тут включая и хозяйство, и крестьянско-фермерские, и частные лица кто-то приносит. То, что у многих сколько есть, там 10 гектар, 20 гектар, 50 гектар, вот они приносят нам. А в хозяйствах мы ездим, отбираем все. И вот на сегодняшний день у нас 883 тонны проверенных. Из них вот эти 81 тонна элитные. То есть яровой ячмень элитный. Татьяна Николаевна, Россельхозцентр какие еще услуги оказывает сельхозпроизводителям? Вот оказываем мы что? Вот сейчас мы проверяем вот эти вот на посевные качества семена. Одновременно мы делаем фитоэкспертизу семян. Фитоэкспертиза семян – это на выявление заболеваний данного материала. И вот там, значит, заболевания, плесневение грибов, вирусные, как говорится, инфекции, бактериальные, грибковые заболевания. Вот это мы проверяем. И просим каждое хозяйство, чтобы они проверяли, чтобы они себя страховали от потери урожая во время вегетации. Потому что такие создаются в течение вегетации условия, вот, что может вспышка того или иного заболевания растений произойти. И тогда будут хозяйства нести потери. То нежелательно, конечно, им. И так, как говорится, трудоемкая работа, полевые затраты какие, все это самое. Не хотелось бы, чтобы наши хозяйственники делали ущерб. Вот. Теперь еще что мы делаем? Значит, определяем листовую диагностику, это на определение нехватки макро-микроэлементов, каких-то удобрений типа азота, фосфора, какие вот эти элементы идут. Теперь мы опрыскиваем, проводим весеннее опрыскивание против, если заболевания где-то есть, намечаются, против заболевания опрыскиваем. Химпрополку делаем. Химпрополка это идет от сорняков, опрыскивание сорняков гербицидами, чтобы наши посевы не зарастали сорняками, чтобы во время уборки были посевы чистые, чтобы не было затруднения комбайнов, проходимость комбайнов. И также мы вот как раз вот февраль, март вносили удобрения, вносим. У нас есть румы, у нас есть опрыскиватели в достаточном количестве, так что хозяйство нашими услугами пользуется и востребованы, в общем, в этой области. Ну вот, Татьяна Николаевна, вы сказали, что во время анализа вы определяете показатели семян, да? Ну вот, да. После того, как вы определили какую-то болезнь в семенах, что дальше, какая работа ведется? Значит, мы акт даем хозяйству на руки, расписываем акт, какие определились болезни, виды болезней, от каких или вирусные, или же плесневение грибковые заболевания, в общем. И даем рекомендацию, чтобы протравливали качественными протравителями эти семена. Но качественные протравители, это согласно каталога пестицидов. В каталоге есть все пестициды. И иногда советуем, какая фирма. Но видите как, мы же свои протравители не производим. Если бы мы производили, мы бы конкретно говорили, что тем-то, тем-то протравителем. А так, согласно вот этого каталога пестицидов, они уже должны сами подобрать качественный протравитель. Вот. И опять же, видите, не у каждого позволяют средства где-то подороже купить, поэффективнее. Каждый старается по своим возможностям, но тем не менее протравливают семена, прислушиваются к нашему мнению и проводят протравливание. Потому что вот эти заболевания у нас накапливаются из года в год в почве, на остатках вот остаются, когда делаем уборку урожая, все равно остается полово, все это, сорняки, сорные растения, все это. Где вот эти вот много вот этой органики вот создается, там благоприятная обстановка для вот этих разных вирусных, бактериальных, грибковых заболеваний. Поэтому по-любому, даже если они не проверили, по-любому они должны знать, что нужно протравить семенной материал. Их можно сеять, и уже какой-то процент мы страхуем, не мы, а хозяйственники страхуют себя от потери урожая за счет вот этих заболеваний. В общем, посевы неплохие, следят, смотрят,
как говорится, где надо подкармливать, где надо это, посевы удовлетворительные. Вот в данный момент уже пошли, как вегетация началась, вот, уже заметно, как говорится, пока заболеваний не наблюдается, кущение началось, вот теплая была погода, прям заметно они поднялись, все. В общем, я скажу, работа в хозяйствах ведется неплохо. То есть вот эта погода, переменчивая погода, отрицательно не повлияла на сельхозпроизводителей? Нет, на зимы, наоборот, вот эта влага, вот то, что морозов таких нету, чтобы, как говорится, повлиять. Наоборот, влага сейчас создается. Вот сейчас теплая погода пойдет, солнышко выглянет, все, они моментом прям на глазах будут рост давать, понимаете, и видно прям, какое кущение будет, какие посевы, все, как говорится, все на лицо будет. Но вот когда были теплые деньки, все это видно было, посевы прям изменились после осени, вот, то, что в зиму они уходят, кто-то рано посеял, кто-то попозже, кто пораньше посеял, уже осеннее было кущение, кто чуть попозже посеял, значит, уже на весну идет рост растений, развитие, и вот это кущение дают. Сразу заметно было. Ну, в общем состояние посевов удовлетворительное. Ну что ж, Татьяна Николаевна, вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашей программе и ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое тоже. До свидания, Удачи вам. Татьяна Николаевна. До свидания. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в нашей передаче принимала участие главный агроном Сунжского районного отдела филиала ФГБУ Россельхозцентр по Республике Ингушетия Татьяна Николаевна Цукумова. До свидания.